Российские и турецкие самолеты совместно нанесли авиаудар по целям в провинции Идлиб. А в столице Казахстана, Астане, участники сирийского конфликта сегодня утром начали переговоры по сирийскому урегулированию. Но уже днем представители Башара Асада обвинили сирийскую оппозицию в попытках их сорвать. К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут. В Сирии продолжаются бои между группировками боевиков, ИГИЛ и оппозицией и правительственными войсками. Российская авиация сегодня нанесла очередной авиаудар, на этот раз по целям в сирийском Дейр-аз-Заря. Министерство обороны России сообщает, что в авианалете участвовали 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые совершили перелет к целям на территории Ирана и Ирака. Их в воздухе прикрывали истребители, вылетевшие с базы Хмимим. В субботу авиаудар по целям в провинции Идлиб нанесли американские ВВС. Они разбомбили лагерь боевиков, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис. Уничтожение тренировочного лагеря нарушит процесс подготовки боевиков и отпугнет группы радикальных, жестких исламистов и сирийской оппозиции от сотрудничества на полях сражения с Аль-Каидой. Так объяснили этот авианалет в Пентагоне. Ну а в Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии. За одним столом оказались представители Башара Асада, Ирана, Организации Объединенных Наций, напротив делегации сирийской оппозиции, Соединенных Штатов Америки и Турции, а рядом с делегатами из Анкары расположилась и российская делегация. О главных темах предстоящих дискуссий рассказал журналистам посол Сирии при ООН Башар Аль-Джафари. Он возглавляет правительственную делегацию своей страны. Конечно, существует рабочий график и повестка дня встречи, цель которой – установить линии прекращения огня, развести вооруженные группировки, согласившиеся участвовать в переговорах. Необходимо отделить их от Нусры и исламского государства. Предстоит найти общий язык в борьбе с терроризмом. Итак, журналисты смогли присутствовать только в самом начале переговоров во время выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А что происходит за закрытыми дверями, более подробно выяснила наш специальный корреспондент в Астане Шахида Якуб. Шахида выходит с нами на связь со студией «Настоящего времени». Приветствую. Привет. Что говорят участники этих переговоров, первых в этом году по сирийскому регулированию, в кулуарах, в коридоре? Каждая сторона опять гнет свою палку, как говорится. Вышедшая к нам сирийская правительственная делегация в лице Башара Аль-Джафари, это главный переговорщик со стороны сирийского правительства, назвал оппозиционеров, которые приехали с ним встречаться, террористами, и сказал, что они приехали неподготовленными, они заявляли политические требования, нежели военные. Когда я попросила прокомментировать это заявление представителя оппозиции, он сказал, что это все неправда, потому что они приехали в составе военной делегации. Это правда. Военной делегации, которая готова была обсуждать вопросы о демаркации территорий той и другой страны и обсуждение вопроса мониторинга прекращения огня. Он сказал, что мы террористы. Он может говорить все, что угодно, но он говорит неправду. Мы не вели речь ни о каких политических вопросах, и мы не собираемся их даже упоминать. Эти переговоры о соблюдении перемирия в Сирии. Насколько я понимаю, и сирийская оппозиция, и проасадовская делегация общаются друг с другом не напрямую, а при помощи посредников. Напрямую, видимо, диалог их совсем невозможен. Дело в том, что в начале этих переговоров были очень большие ожидания, что они все-таки сядут за один стол вместе после 6 лет самой кровопролитной войны за всю историю современного Ближнего Востока и начнут разговаривать. Но уже вчера было понятно, что этого не случится. Сегодня они сели на открытие переговоров, а потом разбежались по разным комнатам и готовы общаться только через посредников. И я вам честно скажу, что даже наблюдая интеракцию между журналистом сирийского агентства из Дамаска и представителем оппозиции, я вам скажу, что они разговаривали на английском языке. До такой степени большая ненависть друг к другу на данный момент. Как выглядят переговоры технически? То есть они сидят в разных комнатах, в каком-то здании, где ты сейчас находишься, и к ним ходят шерпы, открывают дверь, заходят, что-то передают, выходят обратно? Как это выглядит? Да, все происходит на бумажках. К сирийской оппозиции подходят турецкие представители,
К правительственной делегации приходят иранские и российские представители. Сегодня российские представители встретились с сирийской оппозицией и обсуждали детали механизма прекращения огня. Об этом только что недавно заявил Яхья Айди, который в конце дня вышел к журналистам и сказал, что происходило. Мы готовы сохранить и дать возможность продолжить работу любым государственным учреждениям, которые заботятся о благосостоянии населения страны. Это не касается других госструктур, к примеру, военных, которые убивают сирийских граждан. До сих пор мы пока еще больше ничего не слышали о представителе официального Дамаска. А Иран где находится в этой Иран — это очень сложная ситуация с Ираном. Дело в том, что сирийская оппозиция ни в коей мере не приемлет участие Ирана в этом процессе как переговорщика. Они считают, что Иран полностью поддерживает правительство Асада и не готовы с ним сесть за стол переговоров. Иран, по словам западных дипломатов, которые присутствуют на этих переговорах, Иран является проблемой. Сейчас, оказывается, у России очень серьезные проблемы с Ираном. Объясняю, почему. Иран создал несколько шиитских формирований, которые сражаются на стороне Асада в Сирии. Они в основном состоят из афганцев, шиитов, и также из Балуджи, из Пакистана, они тоже шииты. Есть движение Хезболла, которое также поддерживается со стороны Ирана. Вывод этих формирований из Сирии не будет самым большим достижением перемирия. Как сказал оппозиционный представитель, этот вопрос поднимался в начале подписания режима прекращения огня, и, оказывается, посредники, то есть Россия и Турция, должны были договориться с Ираном о полном выводе этих формирований из Сирии. Я думаю, до сих пор пока по ничего сделать не было. Шахид, очень важный вопрос, который мне показался, нужно обязательно рассказать нашим зрителям. Представители оппозиции до начала переговоров заявляли, что они приехали еще и для того, чтобы решить ряд гуманитарных вопросов, в том числе обмен пленными. Это вообще вопрос поднимается, как-то обсуждается на этих переговорах? На данный момент вопрос пленных стоит, но он еще не обсуждается, по словам оппозиции. Они привезли с собой списки оппозиционеров, которые содержатся в асадовских тюрьмах. Списки готовы. Однако сколько это человек, хотя бы примерно, там, толщину стопки ты видела? Мы не видели никакие документы, нам ничего не показывают. Это все за закрытыми дверями. Можно ли, последний вопрос, предположить, что эти переговоры не оборвутся сегодня, несмотря на все сложности в них, и продолжится еще день-два, сколько-то? Эти переговоры закончатся завтра, и, как все считают здесь, консенсус всех людей, которые принимают участие в переговорах, разговаривают с журналистами, они закончатся каким-либо коммюнике, потому что Россия не должна потерять свое лицо. Россия, которая главный спонсор этих переговоров, а также Турция, хочет добиться политических результатов. И поэтому хоть какое-то коммюнике будет подписано. Политические результаты, политические результаты, это в том числе и судьба Башара Асада, или оставят за скобки этот вопрос? Как ты считаешь? Судьба Башара Асада будет обсуждаться на переговорах в Женеве. Все политические вопросы, касаемые сирийского регулирования, обсуждаются в Женеве под эгидой ООН, в том числе и судьба Башара Асада. Согласно резолюции, принятой согласно договоренностям в Женеве, Башара Асада нет места в Сирии как президенту. Однако сейчас, на данный момент, стороны пока совершенно не касаются этого вопроса. Сейчас, на данном моменте, самое главное – это остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня в Сирии. И уже потом можно говорить о следующих этапах. Давайте прямо сейчас посмотрим на то, как выглядит сейчас карта Сирии и кто воюет с кем в этом сложном кровавом пироге, в котором участвует огромное количество группировок, часть из которых, собственно, сегодня принимает участие в переговорах. Большое спасибо. Шахида Якуб остается на связи со студией «Настоящего времени» и завтра тоже расскажет нам о том, как проходят эти важные переговоры в Астане. Спасибо, Шахида. Первые попытки урегулирования ситуации в Сирии на международном уровне были предприняты еще в 2012 году. В ходе женевских переговоров на уровне министров иностранных дел России, Великобритании, США, Китая, Франции, Турции, Ирака, Кувейта, Катара, Евросоюза, ну а также главы ООН, Лиги арабских государств и некоторых дипломатов из Евросоюза. Они известны как «Женева-1». С тех пор в Женеве переговоры возобновлялись еще два раза, в 2014 году и в 2016 году. Женева-3 стартовала вот как раз в январе прошлого года и завершилась лишь в сентябре. 8 и 9 сентября прошлого года состоялась рекордная по продолжительности 15-часовая встреча Сергея Лаврова и госсекретаря тогда США Джона Керри, в ходе которой были подписаны документы о режиме прекращения огня, который после неоднократно нарушался.
А в октябре 2016 года участники группы международного урегулирования и Россия, Иран и Ирак встретились в Лозанне. Ну а после того, как силы коалиции Башара Асада сумели полностью взять под контроль Алеппо, 31 декабря Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию России и Турции о режиме прекращения огня и о мирных переговорах в Астане. С чем Сирия, собственно, подошла к переговорам и как выглядит карта страны, по сути, разделенной на несколько воюющих друг с другом территорий, знает Ренат Давлетгильдеев. Вот часть Сирии, которую контролирует правительство Башара Асада. Главное изменение расстановки сил на карте за последние годы войны случилось перед Рождеством. 16 декабря Минобороны России заявила об успешном взятии Алеппо. Вот он, силами сирийской армии и российских военных. До этого, с самого начала войны, крупнейший город Сирии был под властью антиправительственных сил. В Москве операцию назвали «победой русского оружия». Запад оценил многомесячный штурм Алеппо как бесчеловечную зачистку и гуманитарную катастрофу. В эти дни основное противостояние на территории, контролируемой Асадом, происходит здесь, вокруг Дамаска. 13 января в столице Сирии произошел теракт. Смертник подорвал себя и еще 7 мирных жителей. Несмотря на мирные переговоры, бои не прекращаются и в квартале Джабар, это восточный пригород Дамаска. Там правительственные войска прошлой ночью начали наступление на части оппозиции. Известно о потерях с обеих сторон. Войска Асада на этой территории одновременно борются и с повстанцами на севере и на юге, и с бойцами ИГИЛ, вот здесь, вот в центральной части карты. В свою очередь с Асадом на этих территориях на стороне антиправительственных групп воюет международная коалиция под предводительством США. Всего в нее входит 15 стран, от Бельгии до Саудовской Аравии. Это территории, подконтрольные силам повстанцев. Отдельные участки на карте заняты боевиками организации Джабхат ан-Нусра. Их коалиция не поддерживает. Главный город этой части Сирии – Идлиб. В настоящее время идут бои на востоке от Идлиба, причем там укрепляет позиции именно сирийская армия. И с повстанцами из Джабхат ан-Нусра и правительству Сирии помогает воевать Россия. Американская авиация бомбит только участки Джабхат ан-Нусры. Это уже территории, контролируемые ИГИЛ. Здесь самые важные события произошли также в конце прошлого года и касались города Пальмира. С марта по декабрь он находился под контролем армии Асада. Весной, в честь возвращения Пальмиры, там прошел большой концерт симфонического оркестра Петербургского Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Но 11 декабря туда снова вошли боевики ИГИЛ. Позавчера они разрушили фасад Римского театра, построенный во II веке нашей эры, а также архитектурный комплекс Тетрапелон. Сейчас против войск ИГИЛ в Сирии ведут борьбу все силы, от армии США до российской авиации, от повстанцев и до армии Асада, а также курдские вооруженные формирования. Сами курды контролируют сирийский север и преследуют собственную цель – создание там национальной автономии. Сейчас, пока повстанцы и правительственные войска заняты борьбой друг с другом, именно курды в основном и борются с силами ИГИЛ, в том числе знаменитые женские отряды. Помогает курдам армия коалиции. Накануне ВВС США нанесли удары по северным позициям исламского государства, и войска курдов благодаря этому приблизились к городу Ракка, сирийскому форпосту ИГИЛ. Наконец, вот этот небольшой желтый участок контролируют турецкие военные и наносят удары по позициям и повстанцев, и ИГИЛ, и армии Асада. Правда, курды обвиняют турецкую армию в атаках и на их боевые подразделения, но в самой Анкаре это всячески отрицают. О будущем сирийского урегулирования в условиях, когда политический расклад после вступления в должность Дональда Трампа на посту президента США может резко меняться. Поговорим прямо сейчас с Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Он на прямой связи из московской студии «Настоящего времени». Добрый день, Александр.
Добрый вечер даже, да. Вы знаете, только что Белый дом заявил, вот что Интерфакс передает, в рамках борьбы с ИГИЛ США готовы к военному сотрудничеству с любой страной, включая Россию. Означает ли это, что мы сейчас, ну там вы сейчас, конечно же, в первую очередь, можете представить себе, как будет выглядеть карта Сирии, я не знаю, в течение года или через год? Честно говоря, мне очень трудно представить, как может выглядеть взаимодействие российских подразделений и американских в борьбе с ИГИЛ. Скорее, это декларативное заявление, тем более в нем не упоминается Россия. А для того, чтобы подойти к практическому взаимодействию в этом вопросе, нужно решить немало серьезных и принципиальных задач. Это связанных с координацией боевых действий. И главное, Ну, разобраться надо, видимо, кто за кого воюет, да? Да, кто за кого воюет, и можно ли Соединенным Штатам под предлогом борьбы с ИГИЛ взаимодействовать с первейшим союзником Башара Асада. Это вопросы политического характера, идеологического, информационного. А чем вы думаете, закончатся вот эти переговоры в Астане? Они придут к какому-то, я не знаю, разделению сфер влияния, территорий, на которых те или иные группировки сражаются? Нет, никаких серьезных договоренностей от Астаны ожидать не следует, на мой взгляд, ибо это мероприятие, переговоры, а точнее консультации, преследует цель установления контактов, выяснения позиций и в лучшем случае договоренности, достижения договоренности встретиться в Женеве и приступить уже к политическому досье, к политическим аспектам урегулирования. А Астана — это про мирное, точнее про перемирие, про прекращение огня, как сделать его устойчивым, и готовы ли стороны сирийские, прежде всего, посмотрев друг на друга в Астане, вновь встретиться уже в Женеве. Ну да, но у них сейчас пока трудно идет. Александр, простите, вот мы видим, что России Сирия нужна, и Башар Асада России, я думаю, просто так, может быть, и не отдаст. А Америке в каком виде Сирия нужна? И вообще нужна ли? Да, скорее второе. Нужна ли Сирия? Не нужна, а нужен имидж Америки как в связи с Сирией, как страны, которая предотвратила гуманитарную катастрофу. Но, увы, этот имидж уже очернен политикой Барака Обамы, ибо его администрация не смогла предотвратить серьезную гуманитарную катастрофу. И эту задачу, судя по всему, готов взять на себя Дональд Трамп. Ну, в смысле, разбомбить ИГИЛ, вы имеете в виду? Да, но пока он ее не сформулировал, пока он только отделывается общими заявлениями о борьбе со всяким злом, имея в виду ИГИЛ прежде всего. Настаивать на уходе Башара Асада с политической арены Сирии не будет Америка и Дональд Трамп, или он будет? Не готов. Нет, пока он не готов, и его команда только вникает в эту ситуацию, взвешивая все за и против. Но можно от этой команды ожидать любых разворотов в этом плане, но вряд ли принципиально, то есть согласие на долговременное правление Башара Асада. Как-то продление сроков его правления в контексте политических договоренностей и политического процесса, переходного процесса, если эти договоренности будут заключены в Женеве уже. Февраль-март, наверное. Спасибо. Месяц. Да. Спасибо большое. На связи со студией «Настоящего времени» из Москвы Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Спасибо.